Здравствуйте, Валентина. Добрый день, Гуфрон. С вами всегда весело. Да. По-другому никак. Мы пришли сегодня к вам поискать на извечные вопросы, кто виноват и что делать. Это все, что будет касаться вопросу аннулирования российских паспортов или российского гражданства. Давайте, наверное, начнем с самого простого. Аннулирование российского паспорта и аннулирование российского гражданства – это разные юридические понятия? Безусловно. Безусловно. Аннулирование паспорта может быть произведено в связи с тем, что он просто ненадлежащим образом выдан. Просто, не записали его в базу под тем номером, под которым должны были записать. Или выдали дефектный паспорт. Это техническая сторона вопроса. Это техническая сторона вопроса. Это аннулирование паспорта. Совершенно другая история аннулирования российского гражданства. Но поскольку у нас мигранты чаще всего называют гражданство паспортом и вообще не различают эти понятия, для них нету представления о том, как быть гражданином. Они не знают, что гражданин – это избирательное право, это воинская обязанность, это связь с государством. Для них гражданство – это паспорт, с которым, по их надеждам, им легче будет устроиться здесь и всего лишь. К сожалению, такая путаница в головах имеет место. Давайте разберем все это по недавнему инциденту с председателем таджикской диаспоры, с диаспором Мирзоевым в Самаре. Вначале его адвокат Павлов, говорил о том, что якобы его задержали и доставили в полицию и в суд, где он признал, что является гражданином Таджикистана, и суд вынес решение о депортации с наложением штрафа 2000 рублей. Но позже он нанял адвокатов, и они обжаловали это решение. 31 декабря апелляционная служба рассматривал, совершенно верно, рассматривал апелляционную жалобу адвокатов, и у нас в распоряжении имеется решение этого суда. Суд отказал в жалобу в связи с тем, что 1 декабря этого года господин Мирзоев был уведомлен о том, что он лишен российского гражданства, паспорт аннулирован, и ему дали 5 дней для самостоятельного, чтобы он покинул территорию Российской Федерации, и в дальнейшем 23-го его задержали. Исходя из этого вопрос, а может такое случиться, что постфактум будут ставить человека в известность, что у него аннулировано российское гражданство? Теоретически это возможно, но это в основном происходит с предельно безграмотными мигрантами, которые очень сомнительным образом получили российское гражданство вообще. Такие вещи бывают, когда человеку говорят «распишись», и он расписывается, не читая. Или он расписывается под тем, что он не понимает. Это означает, что он не знает русского языка, а когда ему говорят «распишись», и он расписывается, не читая, это говорит о том, что у него отсутствует просто гражданское самосознание. То есть он никакой не гражданин вообще. Никакой страны. Так вот, да, такие вещи в моей практике пару раз случались, когда человек расписывался неизвестно за что, лишь бы его отпустили. Ему казалось, что если он за это распишется, то его сейчас прекратят мучить и отпустят. А мучения заключались всего лишь в том, что на него кричали. То есть таких, чтобы прям избивали, иголки под ногти вгоняли, нет, такого не было совсем. Просто на человека кричали, говорили, как ты вообще мог получить российское гражданство, ты ни черта не соображаешь, ты не знаешь русского языка, ты легально не работаешь, ты налогов не платишь, ты совершаешь преступления. Какой ты российский гражданин? Распишись, что ты лишен российского гражданства. И он расписывался. И потом еще жил в России энное количество месяцев, не понимая, что он не является гражданином России, что он обязан выехать из России. То есть, вы исключаете возможность, вы говорите, накричали на него, он подписал. Но, судя же по словам этого адвоката Павлова, Мирзоева похитили полицейские, отвезли в лес, надели на голову мешок,
и Это тоже избили, возможно. и привезли в суд, и в суде Я говорю рядом только с ним... о том, что бывает в моей практике. В моей практике Такое вы такого... допускаете вообще? Да, я думаю, что это вполне возможные вещи. Потому что если мы посмотрим дело вот питерского так называемого террориста в метро кыргызского узбека. Двоих. Там было двух. Акбаров или Акубир, да. Да. Так вот, там, человека похитили из больницы в Кыргызстане. Ваши, Да. да. Привезли его в Россию, в лес, в подвал, избивали, заставляли расписываться. Ну да, такое бывает. Но просто это не встречалось в моей практике. И нужно сказать, что это в достаточной степени экзотика, а чаще бывает другое. Хорошо. Вот недавно «Новая газета» опубликовала исследование, где они взяли за промежуток времени определенное количество решений судей, которые запретили иностранным гражданам находиться на территории Российской Федерации, и взяли отдельно те дела, которые там присутствовали сотрудники ФСБ. Там говорится, что мизерная часть смогли опротестовать, я даже не знаю, как это, а в большинстве случаев судьи вообще принимают сторону этого органа. Это вообще надо не обсуждать. Это смешно обсуждать. Суд всегда принимает сторону государственного органа. Российские суды... Не только ФСБ. Не только ФСБ, любого госоргана. Вот у меня было в декабре дело, в ноябре. Молодой человек с патентом работал в кафе. Сотрудники полиции решили не заплатить за свой обед. Они схватили его и другого иностранного гражданина и притащили его в свой отдел. Там их держали более 1,5 суток, заставили этих людей заплатить сотрудникам полиции деньги за то, что сотрудники полиции разрешат дать им еду, не их еду, не пайки сухие, которые положено выделять задержанным, а совершенно еду из того самого кафе, в котором они работали. То есть заплатить по 500 рублей за свою же еду, купленную на свои же деньги, просто за то, чтобы получить право ее съесть. После этого людей отвезли в суд. Один совсем безграмотный молодой человек, таджик, другой пограмотнее молодой человек, узбек. Вот молодой человек, который пограмотнее, он слушал судью, судья говорит: принимается решение о выдворении по статье 18.10 за работу без патента. Он говорит: как же? Ваша честь, посмотрите, вон у вас в деле лежит мой патент. Судья достает патент и говорит: надо же, а мне сказали, что у вас нету патента. Вкладывает обратно в дело и продолжает читать постановление его выдворения. То есть даже не поменяли пункт? Нет. И судья, видя, что у нее в руках был патент, выдворила человека за то, что он работал без патента. Вы хотите сказать, что интерес со стороны сотрудников ФСБ завуалируется вот такими понятиями, допустим, нет. Попроще сказать, если ФСБ напал на ваш след, они прямо не укажут, что это дело рук ФСБ, да в данном случае не было никакого ФСБ. В данном случае было острое нежелание заплатить за 2 бизнес-ланча. Ну вот это да, мы понимаем. И таких случаев большинство. ФСБ, подчеркиваю, ФСБ – это экзотика. У меня ФСБ появляется в делах там раз, наверное, 20 в году на 55 тысяч обращений. Понимаете, да, как это ничтожно просто мало. ФСБ – это в принципе экзотика. Но да, если они появляются в деле, то суд однозначно будет на их стороне. У меня было, через меня проходило, через мои руки несколько таких дел. Была история с гражданином Таджикистана, который имел вид на жительство в России. Совершенно вот человек более чем светский, жена в декольте вот так. Он пиво пьет каждый день. Он был торговцем сухофруктами. К нему обратились сотрудники ФСБ с предложением сотрудничать. Он сказал: ребята, а где я вам возьму религиозных экстремистов, когда у меня их нет? Ну нету у меня другой круг общения.
Они сказали: ах, ты не хочешь? Он говорит: да, я не хочу. Они взяли, ему поставили запрет на въезд. Они Как имеют на это право? экстремисту. Как вам сказать? Российская- Исходя из духа закона, не имеют права. Исходя из буквы закона, имеют право. И сотрудники ФСБ никак, никогда никому не объясняют свои действия, просто у них есть соображение о том, что этот человек угрожает национальной безопасности России, и все на этом. Этих соображений хватает на все. Вот подскажите, пожалуйста, доводы сотрудников ФСБ отражается в решении суда? Допустим, Вот о в депортации. этом деле, о котором я говорю, Мгм. там его жена, у них 5 детей. Мгм. У них 5 детей. Она боролась за него очень долго, она прошла и Верховный суд, и она она продолжает бороться. Она Извините, вместе с жена ним гражданка уехала. Российской Федерации? Гражданка Российской Федерации, русская. Она с ним уехала в Таджикистан сейчас. С детьми. С 5 детьми, да. Она их забрала и уехала в Таджикистан. И мне бы Потому хотелось что это уточнить. хорошая семья. В законе есть такой пункт нежелательности? Да, есть. Есть. Статья 27 пункт 1.1 ФЗ-114 о порядке въезда и выезда из Российской Федерации. Есть. Это Если- и пункт нежелательности. Там не комментируется, что со стороны ФСБ или Там налоговых органов, Нет, ничего. там не комментируется, не- просто... Нет, вы путаете нежелательность пребывания и опасность для национальной безопасности. Нежелательность пребывания – это специальный процедурный вопрос. Он оговорен в законе о правовом положении иностранных граждан. Нежелательность пребывания может быть выставлена не только ФСБ. Просто Да. чаще Да. выставляет ФСБ, чем другие, но, тем не менее, нежелательность пребывания может быть за опасное инфекционное заболевание, пока человек не излечится. Это я понимаю. Или после отбывания уголовного наказания в России, пока не истечет срок погашения судимости. Вот это все, и плюс еще угроза национальной безопасности. Вот это все может быть основанием для признания иностранного гражданина нежелательным. Как вы думаете, в каких случаях ФСБ считает иностранного гражданина или будучи российского гражданина, но выходца, скажем, из другой страны, сначала аннулируется, естественно, его гражданство, и потом считается нежелательным? То есть сначала... Формально по закону это в связи, Есть, да. в связи с угрозой национальной безопасности. Есть такой пункт в законе? Да, есть. Вот я То же есть говорю, определенная статья статья. 27, Ну, это тоже, точка да. 1, подпункт 1. Да, есть. Есть. Такая статья есть. Но как сотрудники ФСБ определяют, что Да. человек угрожает национальной безопасности, это загадка. Такой вопрос ставила перед ФСБ и Европейский суд по правам человека. Он говорил о том, что суды не должны просто ссылаться на то, что ФСБ компетентно принимать такие решения. Суды должны выяснять, по какой причине человек признан нежелательным, по какой причине считается, что он угрожает национальной безопасности, и давать человеку возможность ознакомиться с его обвинением конкретным, и давать человеку возможность оспорить это конкретное обвинение. Но вот то дело, к которому я возвращаюсь все время, у них даже в Верховном суде судья Верховного суда подошла к моей подзащитной и сказала: я очень вам сочувствую, но ничем помочь не смогу. Там в вашем деле просто лежит бумажка, где написано, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации считает такого-то, такого-то представляющим угрозу для национальной безопасности России. Все, никаких аргументов, ничего. Даже ссылки на гостайну, ничего, просто ничего нет. В деле есть письмо из 2 строчек, из 2. И на этом основании человека признали нежелательным и опасным для Российской пока Федерации. есть такой пункт закона, судья права, Да. ничего невозможно сделать. Да, но дело в том, что судья не права, исходя из духа закона. Ну это сейчас давайте Давайте немножко давайте мы будем исходить из буквы закона о закона, судах. да, Нет, что- нельзя потому исходить из буквы только закона. Потому- Потому что если исходить только из буквы закона, то вы не правы каждый раз, когда вы переходите дорогу.
Буквально каждый раз. Даже если вы ее переходите по пешеходному переходу на зеленый свет. Валентина Валентиновна, я почему говорю, давайте вернемся к букве закона, потому что этот вопрос касается простых мигрантов. Нам нужна какая-то, вот у вас на все случаи жизни, связанные с мигрантами, с их задержаниями, есть, как я понимаю, я читал вас, инструкции. Да. Допустим, взяли его, отвезли в полицию, вы там рекомендуете, попросите попить, требуйте свои права, кричите, что вам нужно в туалет, звоните так, не подписывайте или подписывайте. Сначала пишите на родном своем языке, что вы не понимаете, манна медонам, потом подписывайте. Да. Или в других случаях. А у вас есть инструкция? Давайте тогда по порядку. То, что касается ФСБ, мы оставим в сторону. Хотя «Новая газета» пишет, что там есть определенный мизерный процент, которые отсудились, или, как правильно сказать... Это неверно. Это неверно. Можно через ЕСПЧ добиться признания того, что вас считают нежелательным, незаконным. Но нельзя при этом вернуться в Россию. Да. Такие суды выигрываются почти все по процессуальным мотивам. По букве закона. Но это не дает возможности мигранту въехать. Все, что можно получить, это компенсацию. Все, больше ничего. Вы не можете въезжать в Россию. Вы не сможете въехать в Россию. Так, давайте тогда вернемся к вопросу, что делать. Что делать, если у вас для начала, во-первых, аннулировали паспорт. Вам сообщили, что у вас паспорт недействителен. Одно дело, если ваш паспорт недействителен. Другое дело, если вам сообщили, что ваше гражданство признано недействительным. Это другая история. Да. Значит, если ваш паспорт признан недействительным, вы идете в тот орган, который выдавал вам этот паспорт, и получаете просто новый паспорт на том основании, что вы получили уведомление. Соответственно, не нужно обижаться и рвать уведомление, которое вам дали, о том, что ваш паспорт недействителен. Потому что такие фокусы тоже делают люди. Нужно просто с этим уведомлением идти в отдел по вопросам миграции, выдававший вам паспорт, и заменять его. Ну или если вы переехали в другой регион, прописались на другой адрес, то нужно идти туда, но, скорее всего, вас все равно вернут в тот регион, где вы получали паспорт. Второй вопрос. Что делать, когда аннулируют российское гражданство? А тут зависит от того, почему. Давайте сначала вопрос сначала. Дальнейшая процедура после того, как аннулируют российское. Опять же, это зависит от причины. Поэтому мы будем обсуждать причины. Если вам аннулируют российское гражданство, потому что вы сообщили заведомо ложные сведения о себе. Буквально 10 минут назад ко мне обращалась гражданка Таджикистана, которая приобрела российское гражданство, не указав в своих документах своего родного сына, у которого 2 судимости за наркотики. Ей казалось, что у нее все будет хорошо, если она его не укажет, и что ей дадут российское гражданство. Российское гражданство ей дали. Ее сын вышел из тюрьмы, российское гражданство ей аннулировали, потому что записи о том... сын сидел в России? Сын сидел в России, да. У него 2 судимости по 228. То есть, как я понимаю, если даже будучи в курсе то, что вы даете ложные показания, ложные сведения, вы можете получить российский паспорт, российское гражданство, вам его рано или поздно аннулируют. Да? Как только по вам будет проверка, так сразу вам аннулируют. Как часто такие проверки случаются? Ой, не часто, но они идут непрерывно. Уже больше 260 тысяч человек лишились российского гражданства. Вернее, их гражданство было признано незаконно полученным. 260 тысяч человек? Да. Это до 2020 года? Да. Вернемся к вопросу, что делать. Если вам выдают уведомление о том, что ваше российское гражданство аннулировано. Зависит от того, почему оно у вас аннулировано. Если оно у вас аннулировано за то, что вы предоставили ложные сведения о себе, или предоставили подложные документы, плакать, разворачиваться и уезжать. Потому что смысла дальнейших действий просто нет. Вас еще могут осудить за то, что вы предоставили эти подложные документы. Если вам аннулировали российское гражданство за то, что
из-за того, что сотрудник ФМС или Управления по вопросам миграции сделал ошибку в ваших документах, а это сплошь и рядом бывает, это часто бывает, то никакой особой трагедии нету. Нужно идти в отдел по вопросам миграции по адресу своей регистрации, подавать заявление о том, что вам признали незаконно выданным по ошибке сотрудника миграционной службы. Вам обязаны буквально немедленно выписать вид на жительство в Российской Федерации. И вы, если проживаете в Российской Федерации свыше 5 лет на этот момент, вы можете прямо сразу вот на этом месте подавать заявление на российское гражданство. Но сейчас, поскольку это перемещено во многих городах, во многих регионах, это перемещено в миграционный центр, то вот вы получили вид на жительство и поехали в миграционный центр, подали заявление на гражданство и получили вы это гражданство. Да, вам придется опять пройти эти процедуры, да, здесь будут расходы, но тем не менее с вашим российским гражданством ничего трагического не произошло. Если вам аннулировали российское гражданство в связи с тем, что вас признали нежелательным иностранцем, пребывание которого опасно на территории Российской Федерации, ФСБшная статья. ФСБшная, да, то все, конечно, плохо, и перспектив у вас на самом деле нет, но вы можете и должны бороться, потому что бороться стоит, хотя бы ради того, чтобы таких аннулирований было меньше. Дело в том, что нельзя спускать произвол. Если произвол спускать, то он будет усиливаться. Если за произвол судиться и скандалить, то будут стараться не доводить до судов и до скандалов и до публичности, а будут стараться это все делать как-то проще, тише, но не лишать российского гражданства, скажем так, да, а чего-нибудь другое придумывать. У меня был случай, вот в подтверждение того, что вы сказали, к нам обратился один уже гражданин Российской Федерации, ему сообщили, что его гражданство недействительно, якобы справка с консульской службы в Худжанте, Таджикистан, свидетельствует о том, что у него двойное гражданство, является гражданином Российской Федерации, и по этой справке он получал паспорт давным-давно, лет 15 назад. И вот по нему тоже позвонил колокол, и сказали, что эта справка недействительна, и, естественно, будет считаться, что российское гражданство аннулировано. Но один юрист посоветовал в данном случае, как и вы, сразу подавать на вид на жительство. Но он тогда говорил, что, насколько мне помнится, если человек, иностранный гражданин или российский гражданин в то время, был налогоплательщиком, исправно платил налоги, и у него есть какая-то недвижимость в Российской Федерации, это может быть послужит большим плюсом. Вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы в таких случаях приобрести заново вид на жительство, какие того, вещи могут послужить большим плюсом? В таких случаях никакие вещи не будут большим плюсом, а плюсом является то, что у вас аннулирование гражданства произошло из-за того, что сделана была ошибка сотрудниками госорганов. А вот если вы предоставили заведомо недействительный документ, никаких у вас плюсов не будет. Вообще никак не влияет на наличие собственности на территории Российской Федерации. Вообще никак. Вот семья граждан России влияет. Да. Если вернемся к вопросу о, допустим, справке, да, с консульской службы в Худжанте, они просто не подтвердили, что данный человек, данная справка была дана. То есть они запросто могли дать такую справку, не занеся в базу данных. То есть это вероятность этого достаточно маленькая. Они могли дать такую справку за деньги, заведомо зная, что они не занесут в базу, и заведомо зная, что после получения российского паспорта он будет аннулирован. Такие вещи случались. И не одна. Прекрасно. Так, наверное, последний вопрос. Валентина Валентиновна, все-таки большинство иностранных граждан, приобретающих российское гражданство... Дураки, не стоило приобретать. Почему?
Объясните. Ну, потому что нету в России статуса Им лучше. выгодно платить патент? Выгоднее, вот лучший статус, который есть в России, это вид на жительство. Вот самый лучший, идеальный статус – это вид на жительство. Почему Дальше два вида на административных жительство протокола идти не это надо. вид на жительство аннулируется? Неправда? Да. Вот это неправда. Один протокол за миграционное нарушение, да, может быть аннулирован. Но 2 административных протокола вид на жительство не аннулируется. Может быть поставлен запрет на въезд, но самый вид на жительство является основанием для отмены запрета на въезд, если у человека в другой стране произошла выписка, если он там постоянно не прописан. А если ты, гад такой, имеешь вид на жительство в России и постоянно прописан в квартире в Ташкенте, то ты, гад такой, обманываешь оба государства. Поэтому ты за это и заплатишь своим запретом на въезд. Вид на жительство, хотим мы этого или не хотим, как-то ограничивает свободу передвижения по территории Российской Вообще Федерации. нет. Как? Вообще нет. Как он ограничивает? Вот смотрите, если у человека есть российский паспорт, российское гражданство, он, будучи зарегистрирован, допустим, в Иванове, в Туле, он может спокойно здесь вести трудовую деятельность. И Максимум, обладатель что- вида на жительство тоже Максимум, может в что любом ему регионе. грозит, это 2000 рублей штрафа. Да. Просто. Да. А если обладателю вида на жительство, то тогда это мало не покажется. Нет, ничего не покажется вообще. Если ты прибыл в другой регион, в котором ты намерен пробыть свыше 90 дней, то точно так же, как россиянин, ты должен встать на миграционный учет. Россиянин тоже должен встать Да. на миграционный учет в течение 90 дней. Другое дело, что россиянина не депортируют. Вот, да. Вот это единственная разница с обладателем вида на жительство. А в остальном все один в один, то же самое. Да, ты должен встать здесь на миграционный учет. И чего? В чем проблема? Ты можешь, вот пропишись там, где ты реально живешь. Не надо делать прописку в Смоленской области в деревне. Ты ж там не живешь. Не ври государству, не ври. Пропишись там, где ты живешь. Ты все равно здесь живешь. Зачем врать? Глупо. Это глупо, но согласитесь, что несколько проблематично прописаться в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург. Это одинаково большая проблематично прописаться в любом регионе. Это абсолютно одинаковая процедура. Мало того, в Москве, вообще в крупных городах это сделать проще, потому что здесь есть МФЦ. А вот в деревне Кузюкино Смоленской области МФЦ нет. Ты, бедный, попрешь в районный центр для того, чтобы прописываться. На самом деле нету этой проблемы. Ее нет. Это проблема лени оформлять документы. Ничего кроме. Это лень оформлять документы. Это неумение общаться с арендодателем. Это, ну да, у человека могут быть материальные проблемы и нет своего жилья. Это нормально. Это как бы, ну, естественная это вещь. да. Да, но ты же можешь договориться со своим арендодателем. А если ты не можешь договориться с этим арендодателем, сними другую квартиру. Если ты вот совсем уж бездарен. И при этом отомсти своему арендодателю. Возьми свой договор аренды, пойди в отдел по вопросам миграции, накатай заявление на этого арендодателя, что он тебя не зарегистрировал в течение 7 дней, как ты к нему прибыл. Его оштрафуют на 400 тысяч. А если он подпишет договор? Подпишут договор. А если ты не подписываешь договор, то ты глуп? Нет, хозяин квартиры, имею в виду. А зачем ты живешь без договора? Ты зачем живешь без договора? Зачем? Так же проще Кому? Так же сложнее. нанимателю. Чем? Нанимателю проще. Что, так мало жилья в Москве? Но это сейчас более-менее Ну, разгрузится. завались. Вот согласитесь, что до пандемии было очень Нет, тяжело. неправда. Неправда, не соглашусь. До 2009 года, да, было тяжело. Начиная с 2009 года, нет, не было тяжело. Я мигрант, я гражданка Узбекистана, я это знаю на себе. Вы пробовали снимать, допустим, по Циан, Авито? Я так и А делала. вы встречали объявление типа того, что остается исключительно славянам? Регулярно встречаю. Я делала исследования по этому поводу. В какой-то период времени было 84% таких объявлений. Вот. Это было в 2014 году. Знаете, как я снимаю квартиру? Я звоню собственнику, или не собственнику, там, агенту, и сообщаю.
Я внешне похожа на русскую, но я гражданка Узбекистана. И я буду требовать, чтобы меня зарегистрировали. Если меня не зарегистрируют в этом жилье, я сдам человека в ПМС там, или в Ну, УВМ. тогда вопрос цены. Да, вопрос цены. Согласны? Но согласна. Да, цена будет, не намного дороже, честно. Вот это мой опыт. Не намного. Разница невелика, в пару тысяч. Хорошо, ну, наверное, давайте вернемся к вопросу Да. вид на жительство, который вы так не рекомендуете, то есть рекомендуете Я иностранным рекомендую гражданам. иностранным гражданам Но вы дойти до можете вида на все-таки жительство и не ходить дальше. вы можете все-таки разъяснить, каким категориям обладателей вида на жительство могут подавать сразу на гражданство Российской Федерации? Те, у кого есть дети граждане Российской Федерации в браке с гражданами Российской Федерации. То есть Это нужны основания. первая категория, да. Вторая категория – те, которые свыше года работают по дефицитной специальности, входящей в перечень Минтруда. Там 185 специальностей сейчас, это, в общем-то, не тяжело. Но это всяческие особо избранные, да, Угу. со знаками почета и Ну, прочей радости жизни. одним Это словом, экзотика. высококвалифицированные Нет, кадры, к да? высококвалифицированным кадрам это отношения не имеет. Скажите мне, пожалуйста, вот этот вот французский актер, не будем его вспоминать в суе, старенький, толстенький. Депардье? Да. Имеете в виду? Да. Он высококвалифицированный специалист? Ну, по своему профилю, наверное, да. Уже нет. Уже давно нет. Это человек, вышедший в тираж. Его выкинули из своей страны, потом его выкинули из соседней страны, и потом он приехал в Россию. Но он актер замечательный. Был. Но Пока его не приняли в российское гражданство, Валентина, вы мне сейчас вообще испортите интервью. Чем? Я улучшаю ваше интервью до неузнаваемости. Хорошо. Никакого отношения к квалификации это вообще не имеет. Это имеет отношение к каким-то специфическим связям с российскими властями. Ну, это понятное не квалификация, дело, да. понимаете, И этот это разные Монсон, который вещи. участник боев без правил, да, мы это понимаем, да, но это привилегия господина Путина, который Да, дает и не этому. только господина Путина, там, если у человека есть какие-то специфические ордена и награды, Мгм. то он тоже может получить. Но это, опять же говорю, это экзотика, это Ну, небольшое это по решению количество руководства людей. страны, по руководству России, по решению. Нет, это просто подает человек. При наличии звания Герой России или почетный гражданин, он просто Да, подает да. и все. И ему не нужен Путин при этом. То есть, если у человека есть вид на жительство, но нет оснований для подачи на российское гражданство. Как это И- нет? Значит, первое основание для подачи на российское То есть, гражданство хотите это сказать, 5 у всех лет. есть? У всех, у кого есть вид на жительство, есть основания для подачи на российское Есть гражданство. универсальный пункт? А можно я нормально расскажу, без Пожалуйста. универсальности? Первое – это 5 лет законного проживания и работы в Российской Федерации. Это абсолютное основание, общий порядок. Здесь же вопрос, если человек не платил налоги. Значит, он не легально проживал и работал. Значит, он легально, может, Ну, проживал, вы понимаете, но да? нелегально Каждый работал. год да. он там на сберкнижку ставит определенную Нет, сумму. нет, это подозрительный товарищ. И Всё. откуда он берет эти деньги? Он проституцией занимается, наркотиками торгует. Всё Странно же, понятно, правда? да. Второе, это если человек, имея вид на жительство, он может подать на статус носителя русского языка. Сдал экзамен Понятно. на носителя русского языка, тоже без ограничений. Да. Пожалуйста, сдал, получил. Ну и дефицитная специальность, и брак с детьми. Вот так. Все, спасибо большое. Да не за что.